Хорошо, начнем сначала. Меня зовут Олджубай, я координатор академии. Ну, Rusça аралаштырып кетире Смакулов. Хорошо. Так, мен демонстрацияны баштап коеюн. Сизде убакыт деле кенен эмес. Вот как я вначале сказал, у нас сейчас сегодня по воскресеньям у нас идет занятие. Сегодня будет только третье занятие, по-моему. Ну, можно сказать, второе занятие по UI и UX дизайну, да. Вот. Если хотите, можете там тоже принять участие. После того, как мы эту конференцию завершим, я обратно в WhatsApp новую ссылку отправлю. Вы можете туда зайти и примерно посмотреть, просто посмотреть, как все это выглядит в целом. Теперь позвольте мне включить демонстрацию экрана. Итак, если меня слышно, не переключаться. Меня же слышно, да? Проверим в чат. Он здесь микрофон что-то. Можете написать плюсик, да или нет. Слышно, да? Отлично, хорошо. Смотрите, друзья, у нас онлайн обучение. Идет вечернее время по Кыргызстану. Идет обычно час-полтора. Мы используем несколько платформ. Первая платформа – это Discord. Вот я вам хочу показать. Она выглядит вот таким вот образом. Это главный экран. Здесь есть несколько каналов. То есть вот эти все, можно сказать, это категории. Да? Представьте, что это книжная полка. Вот это книжный шкаф, вот это все. И в каждой полке есть свои книги. Да? Например, здесь по, скажем, по литературе, там, я не знаю, это по романам, да, например, это по детективам. Если вы вот слева видите, вот это все административные каналы, то есть вот в объявлении мы скидываем объявления разные. Вот вчера у нас, кстати, была вот встреча с ментором, с Дамирой Ахмедовой из Лас-Вегаса. Вот таким образом какие-то объявления, вот даже вот напоминание про урок, мы вот сюда вот скидываем. Потом есть записи всех уроков. Это вот в Discord называется, это вообще геймерский софт, это что-то вроде мессенджера, да, скажем так. Вот если вот на нее кликнуть, вы можете уже на YouTube-канале посмотреть саму практику на данный момент. Я вам просто проиграю сейчас. Да, вот. Также есть запись чата. Если вы хотите, если вдруг учитель что-то скинул, там, или спикер, я не знаю, без разницы, скинул какой-нибудь чат, подождите, если вы перепутали чат с аудио, наверное. Так. Ну да, я вам с другого покажу. В общем, вот этот канал по записям, да, каждый урок мы можем сюда скидывать отдельно, но это не основной канал, где вы берете материалы. Так, это правило пользования самим сервером. Я вам сейчас... Пожалуйста, свои микрофоны, кто зашел. Или давайте я вам выключу, а потом мы включим, когда все закончим, да? Все, я выключу, чтобы у нас запись не страдала. Я вам сейчас показываю сервер социального проекта Келечек. Вот. Те, кто в нарушение попадают, они просто сюда попадают. В вашем случае такого канала не будет, это относится к бесплатному, да? Коридор, это вот, я вам хочу показать, на сегодняшний день на сервере вот 2717 человек, 47 каналов, 7 категорий. Категории это вот эти вот вещи, да? Вот. Также мы проводим опросы заранее, если хотим узнать, вот, могут ли люди или хотят ли там что-то делать. Сюда скидываем. У нас есть, у них, точнее, есть канал по благотворительности. Мы вот всем коллективам собирали деньги для детского хосписа. Плюс это новый канал по новостям. Здесь мы разместили для них информацию. Мы с Келечеком за 2 недели вперед ввели какие-то мероприятия, чтобы вот, когда 17 мая обучение началось, они уже были более-менее готовы, да, в курсе. Здесь вот, Zoom мы, кстати, увеличили до 1000 человек, также что еще. Ну, все остальные новости мы сюда скидываем. Здесь вот ссылки, какие-то важные ссылки. В данном случае у нас вот для них расписание было расписано. И эту ссылку я для вас открою, чтобы вы потом представление имели, о чем это речь. Какие-то задачи по софт-скиллам мы скидываем сюда. Первая задача была установить Visual Studio Code, это редактор кода, для того, чтобы вообще кодировать, да. Вот. Также мы скинули, эту тоже я вам открою, сейчас чуть попозже к ней вернусь, что это такое, объясню более подробно. Это канал по кодингу, то есть какие-то менторы здесь ведут собственный канал. Это мы делаем какие-то работы для развития софт-скиллов. Сюда кидаем какие-то задания. Дизайн, это вот сегодня Джазбуль Болотпекова ее зовут, она вот будет вести урок по UI UX дизайну, вот ее разные задачи там и так далее.
Плюс у нас имеется библиотека, куда мы отдельно загружаем книги. Также вот общение, вот все, которые вы здесь видите, с этими стоят, как его, со звездочками, это получается административный канал, а не только для чтения. Там можно зайти, чтобы что-то прочесть. А где нету этих символов, звездочек, там уже можно что-то писать, прикреплять, отправлять ссылки. То есть вопрос-ответ вот таким образом люди друг другу пишут вопросы и отвечают. Командная работа, у них собственный канал по ресурсам, например, как скачать Adobe Illustrator, кто-то вот скидывает. Также есть проекты, то есть если они что-то закончили, они сюда могут скидывать. И вот, например, канал отзывов. Здесь, наверное, больше 1000 отзывов. Это еще когда учеба не началась, тут очень-очень много отзывов было. Это непосредственно от телечека, плюс свои отзывы есть непосредственно от платной группы. Платная группа у нас, вот этот сервис, он называется Polaris. Вторая ваша группа будет называться Sirius. Да? Сейчас мы к ним тоже придем. Трекер – это как бы переводится стендап. Стендап – это распространенная практика, чтобы люди писали, что они делали вчера, сегодня, что собираются делать завтра. И таким образом вы можете узнать, кто чем занят, кто что делает. Да? Также у них есть канал по знакомствам «Весь мир». Это то есть все, кто участвует с разных стран, также те, кто с Кыргызстана. Потом они написали вот такие вот биографии свои, чтобы вы могли по вот этому имени быстро найти, посмотреть, кто это такой. Да? У них по интересам своя категория, есть интересы. Вот английский, у нас есть английский на разговорном уровне. В 6:30 вечера в пятницу разговариваем с одной девушкой, обсуждаем разные финансовые вопросы. Но там только разговор на английский, скажем так. Есть также мужской клуб, женский клуб. Неделю назад назывался «Мамочки», сейчас переименовали его «Женский клуб». Также студенты, школьники. И последнее, насчет Zoom, это вот эфир называется, это голосовые каналы. Вы сюда можете зайти. Сейчас я отсюда выйду. Здесь вы можете демонстрировать экран и в голосовом режиме, то есть не скидывая Zoom, вы можете здесь общаться. Да? Теперь перейдем непосредственно к серверу Polaris. Здесь я почему вам на русском показывал, потому что не все на английском. Вот это вот офисные каналы, это тот же самый коридор, кто зашел, кто вышел. Так, потом здесь мы видим объявления, notice, records – это записи, polls – это опросы, charity – это благотворительность, zero to hero – это канал проекты. Вот наши студенты после 2-го или 3-го урока они на Adobe Illustrator рисовали разные такие вещи. Потом кто-то предложил нарисовать сэндвичи. Это они на иллюстраторе прорисовывали, да? Ну, после 3-го урока. И вот их работы они сюда скидывали, да? Потом у них есть просто чат, в общем называется чат. Здесь люди переписываются. Если у них есть идеи и предложения, они скидывают сюда. Фидбэк – это отзывы. Это я вам уже показываю непосредственно отзывы именно от платных курсов, да, скажем так. Вот, пожалуйста. Я вам отдельно сюда, к сожалению, доступ не могу дать. Это довольно сложно технически. То есть, если вы сюда попали, то зашли, да. А так взять ссылку, например, скинуть, чтобы вы могли зайти, посмотреть отзывы реальных людей. В основном стендап – это то, что я вам до этого говорил. Это трекер, то есть это такая практика, когда вы сами себя фиксируете, то есть какие цели вы делаете, там, вот, то есть вчера, сегодня, завтра, кто что, да. Здесь все видно просто. Это делается для того, чтобы вы понимали, чем занимается ваш одногруппник. То же самое, когда вы станете разработчиком, эти стендапы у вас будут ежедневно по 15 минут. Стендап – это как бы человек, ну, команда встает, они не садятся, потому что это короткое совещание. Каждый говорит, над чем работает и что собирается делать, и в итоге команда таким образом синхронизируется. Мы же хотим в обучающем процессе все максимально приблизить к реалиям работы в IT-компании, да, то есть наш обучающий процесс полностью максимально приближен к этому, чтобы то, что вы здесь делали, могли делать на работе. Интервью сюда отправляют какие-то вопросы, когда мы, например, по субботам или по выходным встречаемся с какими-то менторами, вот как вчера было, они вот заранее отправляют вопросы, чтобы они были озвучены. Learning Time – это вот их канал, скажем так, про обучение, вот UI, UX дизайн. Reading List – это та же библиотека, ресурсы, это ресурсы, Coding Time, они сюда сами делятся какими-то, ну, скажем так, этот канал они сами ведут, Learning by Watching,
Это тоже мы скидываем определенные ресурсы, чтобы посмотреть, например, как что доделается, да, там, YouTube ресурсы, скажем. У них в первом потоке по четвергам идет графический дизайн, английский, English Tea Time, это просто они тоже самостоятельно обучаются. И вот, как вы здесь видите, Voice Channel, это голосовые каналы, вы можете, мы их вот так вот назвали. Больница, это если какого-то проблемы, чтобы там помогли. Спортзал, это чтобы где-то потренировались, попрактиковались. Ну уж базар дурдо, это уже просто для общения. То есть вот таких каналов можно создать сколько угодно. Например, пятером решили здесь попрактиковаться, 10 человек здесь, здесь и так далее. Да? Это что касается платформы для коммуникаций. И также вот через голосовые каналы вы можете вести практику. То есть вам достаточно один раз это загрузить, вот называется Discord. Он, как вы видите, работает с браузера. Его отдельно качать не обязательно. Если его отдельно качать, как вы видите, вот здесь он стоит, да? Я уже... Меня слышно же, да, друзья? Вот здесь, получается, я уже непосредственно нахожусь... Сейчас я чат проверю, потому что у меня идет новое устройство. Надеюсь, вам слышно, да? Это, получается, платформа, онлайн-платформа, где вы будете вести коммуникацию. То есть, если вы всегда будете в курсе, когда кто-то что-то пишет, там, и все такое, да? Теперь третье, ну, второе, точнее. Вторая онлайн-платформа называется Notion. Она переводится как заметки. Можете считать, что это какой-то дневник, доска или что угодно, где вы можете это все, свои заметки, да, относительно вести. Но как его используем мы? Например, для группы Polaris мы делимся вот, вот такой вот информацией. Здесь они, вот видите, да, вот по кодовой части, то есть это понедельник, среда, пятница, у них идут занятия. Каждый урок вот сюда вот загружается, в эту таблицу. Я могу вам любой первый открыть, показать. То есть, когда вы сюда заходите, друзья, это база данных уроков, где вы можете посмотреть. Вдруг вы по какой-то причине не смогли посетить урок. Соответственно, вы можете сюда зайти и все почитать, что же там на уроке было, кто что проходил. Вот здесь есть несколько категорий. Объясню подробнее. Description – это описание урока переводится. Когда мы нажимаем, здесь есть текстовый, скажем, транскрипт самого урока со всеми иллюстрациями, как вы видите. Это то, что было, скажем так, на нулевом уроке. Плюс была установка VS Code, это Visual Studio Code, да, это редактор кода. Вот вся инструкция в текстовом виде тоже дана. Спустимся ниже. Это все тоже работает с браузера, друзья, то есть его отдельно можете не качать, можете любой там Google Chrome открыть и зайти. Или же, если хотите, можете это делать с телефона, без разницы. Вот exercise – это упражнение, было упражнение на то, чтобы этот код, редактор кода установить себе на компьютер. На телефоне вы не сможете программировать, на телефоне вы можете иметь доступ к Discord, то есть к коммуникации, и также вы можете на телефоне выходить на урок по вашему желанию, если вдруг не успеваете до компьютера дойти, и все, в принципе. Также можете в Notion заходить и уже смотреть, какие уроки. Вот. Если есть кодовая часть, она вот сюда прописывается, но на первом уроке ее и не было. Слайды – это то, что презентация менторов. Homework – это вот домашняя работа. То есть, пожалуйста. И records – это записи, да. Тут идут записи вот по первому уроку, потом аудиоверсия и чат, да. Если чат нажмете, там ну, тот чат, который имеется на уроке, то, что писал, вот таким вот образом вы можете вытащить. Аудио – это тот же урок, только без картинки. И, то есть бывает, что когда ментор приходит, мы с ним общаемся, вам не обязательно на него смотреть, вы можете наушники одеть и слушать, о чем там идет разговор. Да? Вкратце это вот что касается по коду. Вернемся на базу. Также помимо уроков по программированию, как вы видите, 5 апреля, вот первый урок, вот здесь вам видно, да, 5 апреля стартанул первый урок, в неделю по 3 раза. Вот здесь я milestone, вы можете увидеть, что это первая неделя, также вот вторая неделя, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И у них сейчас 8, вот 24 мая уже 8 неделя пошла. Считайте, это второй месяц у них уже идет. Вот их уроки. Также вот то, что я говорил до этого, графический дизайн по четвергам. Вот несколько уроков. Последний раз они логотипы проходили. Soft skills.
Мы в Polaris проходим по вторникам. Что такое soft skills? Это гибкие навыки, то есть мы разные вещи. Вот в первой встрече мы звали Исена Савынова, непосредственно он работает в Амазоне, сейчас находится в Бишкеке. Этот ролик мы с ним отдельно снимали, и здесь уже есть часовое такое интервью, которое я могу с вами обязательно поделиться, можете посмотреть, где он рассказывает вообще про лидерство, про IT и так далее. На втором занятии мы проходили слепую печать, на третьем мы приглашали еще одного ментора, который показывал на WordPress, как создать сайты без кодирования, потом интерактивная доска Миру проходили, потом на Canva что-то делали, это для презентации, да, готовили разные презентации. Точнее, мы сделали как? Мы взяли, разделились на комнаты, одну книгу разобрали, там, 12 глав на 12 команд, получается. И дали им полчаса, они на Canva быстро это все сделали, а потом вышли и презентовали, и в итоге вся команда, получается, книгу прочитала за раз, смогла объяснить, что там есть, и научились работать на Canva, да. Потом уже практическая часть была, ну, еще раз практическая часть была, потому что там уже с каждым разом уроки по нарастающей идут, уже больше фокуса было на практику, да. Митинги – это вот встречи в данном случае. На второй из встреч это то, что проходит по субботам. У нас пятидневка, и субботнюю часть мы, как правило, не записываем, да, не сохраняем, потому что там больше интимная обстановка, люди могут о разных вещах общаться, то есть группа уже делится какими-то вещами, кто-то доклады может делать, презентации, ну, что угодно. Вот еще была встреча с Хуштаром, это фронтенд девелопер из Чикаго, также Талай Джумабаев из Гугла, и вчера вот Дамира Ахмедова, это QA, получается, QA, да, инженер, она вот в Лас-Вегасе работает, вчера была с ней встреча. Вот, в принципе, получается вот таким вот образом, раз, два, три, 4 таблицы, каждую из них, как я вам показал, вы зашли. Это все тоже для чтения, вы здесь ничего писать или менять не можете, вы можете зайти просто, получается, все материалы уроков получить, от описания до записи. Вот вкратце, что такое Notion. И везде, друзья, мы используем учебную почту. Что такое учебная почта? То есть, если вы захотите записаться на этот курс, вот здесь вы пишете свое имя, также и было с первым, также было с Келечеком, то есть пишите имя, как в загранпаспорте, чтобы путаницы не было, потому что у некоторых имена, например, Джейнбек, если зовут, он может как Джей, или он может свое имя вот так начать, да, а у некоторых он вот так начинается, да, чтобы вот таких путаниц не было, мы и просим, чтобы вы писали как в загранпаспорте. Почему это нужно? Потому что доступ ко всем платформам, включая Zoom или записи на YouTube уроков, например, или доступ к Notion, да, и доступ к Discord, все идет по почте. Почта – это в вашем случае как ваш паспорт, да, можно сказать. И там, когда почта приходит, мы сразу должны просто, посмотрев на имя почты, сразу понять, от кого она пришла. То есть первое, пишите имя, потом ставите точку обязательно, но эти детали мы вам объясним, как это все делается. Второе – это ваша фамилия. KK – это Келечек сокращенно, это вот проект Келечек, а у Polaris оно в конце идет PLS. У вас же просто вот здесь, а концовка будет не PLS, а SS, вот так, Sirius. То есть мы будем понимать, что это из группы Sirius человек, да, проще говоря так. И обязательно желательно, не обязательно, ну, не желательно, а обязательно это должен быть gmail.com, потому что мы сервисами Google довольно активно пользуемся. И вот такой вот архив, получается, мы вам тоже в Notion делимся. Получается, в Notion у вас две базы. Одна для того, чтобы получать материал уроков, а вторая база, она дана для того, чтобы вы эту базу сами себе заполняли и потом могли ею поделиться с одногруппниками. Это помимо того, что вы будете домашками, как вот здесь я вот вам покажу, сейчас выпущу Google Classroom. Мы используем Google Classroom, где вот люди сдают домашки. Как вы видите, у нас интенсивность довольно невысокая, но большинство, видите, последние 3 домашки не все успели сделать, да? То есть группа фактически по разным причинам отстает от ментора. Можно вот так вот показать. Вот здесь уже все видно. Вот тут сами задания, ментор вот сюда выкладывает, когда, что по всем урокам. Потом пользователи здесь добавляются тоже по ссылке. То есть это те задания, которые вы через Google Classroom, получается, скидываете ментору, и он это все проверяет.
что касается вот этого новшества, почему это появилось, мы хотим, чтобы вы могли свои домашки сохранить вот в такой базе, видите, да? Мы вот такой вот базой делимся. Вы то же самое научитесь ею пользоваться. Здесь вот, когда вы заходите, Notion фиксирует ваше время, то, что вы зашли. Потом, кто автор, то есть, когда вы учебную почту регистрируете, вы в любом случае там напишите свое имя и фамилию, да? И вот здесь вам надо будет просто файл загрузить, свою домашку, да? Свою домашку, например. Давайте мы загрузим вот эту вот, слишком тяжело будет весить. Давайте мы... То есть вот таким образом вы можете загрузить домашку, а потом в одной таблице поделиться. Просто туда зайдете и туда ссылку свою оставите на на ваш весь архив. И в итоге все ваши одногруппники могут к вам вот так зайти по этой ссылке и посмотреть. Они сюда вот так зайдут. Вот здесь у вас домашнее задание номер 1, например, по коду вы сохранили. Захотели второй, написали домашка номер 2, например. Здесь, видите, когда я ее пишу, вот здесь сразу указывается, кто автор, да, то есть мне не надо вот эти вещи заполнять. Я загружаю просто свою домашку, да. Например, взял и, ну или вот это взял и загрузил. После того, как я ее загружу, я должен ее заблокировать, чтобы никто ее там не поменял, да. Вот таким образом, вот как вы видите, я ее заблокировал. И все. А до этого, в самом начале урока, вы возьмете через share, через поделиться, вот этот переключатель включается, чтобы вы могли поделиться ее через веб. Потом здесь есть вот такие вот настройки, например, может ли кто-то ее комментировать, да? Вот сюда, соответственно, вот эту галочку ставить. Если вы не хотите, чтобы ее, эдитинг, это имеется в виду, может ли кто-то ее редактировать? Вы ставите нет, потому что редактор вы. Потом, может ли кто-то оставлять комментарий? Если да, то вы ее включаете. То есть каждый может в вашу домашку так зайти и, например, написать, что на 10-й строке у вас ошибка, да? Вот и все. И вот так вот отправить. Соответственно, эту часть человек может сам потом прочитать, да? Также и ответить. Это вот опции линка. Потом, можно ли вот эту базу, чтобы кто-то себе дублировал? В принципе, зачем ее нужно? Она и так у всех по умолчанию будет. Мы, получается, ставим переключатель на то, чтобы можно только комментировать, share, потом копий линк делаем, или вот здесь, то есть линк, то есть ссылку на всю страницу в одной базе делимся. И, соответственно, когда вы в самом начале наверху вот здесь пишете свое имя, фамилию, название группы, gmail.com, когда вы делитесь, первое, что человек увидит, это вот эта вот информация. Соответственно, смотря на вашу почту, он поймет, чей это архив. Да? Вкратце так. Это сделано для того, чтобы вы просто, когда домашку сдаете, бывает, что вы ее не успеваете, да, что-то не понимаете. Там, и в таком случае вы тоже не понимаете, допустим, кто что сделал. Да? Вы же здесь друг друга не знаете. А так вы можете в таблицу зайти, если у вас какие-то сложности есть, посмотреть. Это одно, да. Второе, это называется код-ревью. Вы учитесь читать чужой код и комментировать чужой код. Это очень важный навык для программистов. И когда вы одну домашку сделали, это не значит, что вам надо домашку сделать и забыть ее. И если мы, например, к концу недели ее спросим, сможете ли вы ее повторить, то вряд ли, да, потому что один раз как бы сделали, а потом забыли. И будет хорошо, если вы сделаете свою домашку, а также зайдете еще троих проверить, и тем самым это каждый раз, когда вы что-то смотрите, одно и то же смотрите, это как купить новую вещь, знаете, один раз новую вещь купили, ваши глаза ее как-то по-новому, другие, да, вот, например, вы идете, ваша супруга или ваши друзья увидели на вас новую футболку, и говорят, о, круто, там, оценивают это, да, но когда они вас во второй раз увидят, они уже к ней привыкли, да, так же и здесь. Если вы домашку один раз сделали, это что-то новое, это всегда будут какие-то сложности, где-то что-то вы забудете указать, написать, и в этом случае у вас будет шанс зайти в таблицу домашек, потому что в Google Classroom вы не сможете посмотреть, кто как сдал домашку. А здесь, в общем, вы сможете посмотреть, кто как сдал домашку. И, соответственно, сравнивая его домашку, свою домашку, еще других людей домашку, вы сразу поймете, где находится либо ваша ошибка, либо его ошибка, что вы упустили, либо ваш коллега что-то упустил, скажем так, и тем самым можете не отставать от домашки. Да?
Вот эта часть, она тоже возникла, она уже в Келечеке с первых дней интегрирована, в Polaris мы ее не интегрировали, но в процессе мы постоянно мониторим, трекаем и смотрим, где что люди как отстают, какие у них есть проблемы, и мы, соответственно, трудности какие-то, и мы сразу на это реагируем, да, скажем так. Вот, в принципе, по всем платформам, то есть, как я сказал ранее, Discord это для коммуникации, Notion вы используете, чтобы брать материалы в одном месте, чтобы вы, допустим, посмотреть YouTube, не заходили специально, не искали там страницу Jildiz Academy, да, например, не искали ее отдельно, потом не искали ее по плейлистам, да, например, где еще находится, там, заходите сюда, потом, чтобы здесь вот это все, чтобы у вас потери времени не было, у нас все делается в Notion, чтобы вы в одно место зашли, просто вот я вам показываю архив по урокам Келечека, они ведь только-только начали, считайте, вот они только 2 урока прошли, видите, да? Также вот дизайн, у них сегодня 3-й урок, вот сегодня он будет в 9 часов. По софт-скиллам еще, когда уроки не начались, мы уже почти 9 встреч провели. Потом практика у нас в пятницу с ними была. И еще параллельно мы 11 встреч с 11 менторами провели. Это еще до начала уроков. Вот. Ну и английский. Он и до этого шел, но мы уже вот Келечек туда приобщили. Polaris сюда не заходит, потому что по пятницам у них 19:00 занятия начинаются, и в 6:30 они не могут посещать английский, но могут смотреть записи. Вкратце так. Так, сейчас я посмотрю, здесь ли наш ментор. Мирлан Ага, если вы здесь, можете руку поднять? Я хотел вас... да, он здесь, сейчас, секундочку. Руку поднимать не надо, я вас организатором сделаю. Как раз познакомитесь с нашим ментором. Вкратце так, друзья. Что касается тех вопросов, которые вы вчера задавали, так, подождите, я демонстрацию экрана закончу. Например, Келечек, наша академия, она начала работать во время пандемии, да, у нас тогда онлайн-уроки были, и мы во время пандемии среди 500 человек тогда с фокусом на регионы начали преподавать программирование. 6-месячный курс был, он был очень интенсивный, и это был первый для нас опыт. Как я ранее говорил, да, это сообщение писал, мы хотели, чтобы люди из регионов, потому что в Кыргызстане большинство находится в регионах сельской местности, и мы еще это программирование проходили на кыргызском языке, да, и там, естественно, были сложности, во-первых, для нас это была новинка, онлайн-формат, потом для людей, там из 500 человек, 130 человек было отобрано, мы, к примеру, каждый день код проходили, каждый день по 2 часа, и мы не проверяли в домашке, да, то есть какие-то минусы там были, как есть, говорю, и, естественно, через пару месяцев мы уже поняли, какие вещи надо улучшать в разы, что да как, и полгода мы уже это все анализировали, они в октябре, по-моему, выпустились, и 100 человек очень активно посещали каждый день занятий, 70-60 человек. Каждый божий день они заходили, помимо них, помимо занятий, они еще выходили и занимались по ночам, кто-то до утра, да. И получается, где-то на 3-м месяце мы начали их на команды делить, очень поздно, да, делить, потому что мы теоретическую часть прошли, начали делить на команды, чтобы они начали работать над какими-то проектами. И вот там-то и выяснилось, что большинство практически не имело компьютеров. Соответственно, они никогда не практиковались, да. И у большинства и так не было компьютеров. Мы изначально спрашивали, потом объявили в Твиттере объявление, пригласили, ну, сказали, здесь у детей нет компьютеров, не могли бы старыми компьютерами поделиться. Там один парень по имени Тимур купил 10 компьютеров бэушных, в ЦУМе мы их раздали. Потом еще компьютеров 18 мы взяли и раздали им. Ошолор по итогу 25 адамдай тахшили битушты, вот они закончили. И больше половины были трудоустроены. Я сам лично 3 студентов это Сену Сазонову трудоустраивал. Так что насчет обучения, насчет сертификатов, а можно ли найти работу, все такое там. Если вы хотите обучаться только из-за зарплаты, скорее всего, вы не достигнете успеха. Вы не увидите никакого результата. Да? Я вам сейчас за, скажем, 10-15 минут все, что мы говорим в течение каждого дня, каждого занятия, там, даем полную подробную информацию, зовем разных спикеров, менторов и так далее, это вам время потребуется, чтобы поверить,
ну, или узнать больше об этом. За одно занятие это невозможно, да? А так мы стараемся полностью, максимально быть открытыми и адаптировали, оптимизировали весь учебный процесс. И какие-то улучшения, если мы видим, что где-то что-то у людей не получается, естественно, с каждым новым курсом, с каждым новым повторением или итерацией эти какие-то недостатки, они исчезают, да? Вот. Шел Достор. Сейчас я слово передам Нурлану Нурджанову, он вкратце с вами познакомится. И если у вас есть какие-то вопросы, давайте мы вам быстренько ответим. Сейчас уже 20:35. Если что-то вы здесь еще недополучили. Насчет английского я могу сразу сказать, смотрите, мы когда идем в школу, мы сколько лет изучаем английский. Если мы изначально его изучаем из-за того, чтобы, например, его не использовать, мы также со своей школьной базой остаемся и никогда его не используем. Так как это курсы не русского языка, не английского языка, а именно курсы программирования, у нас как бы нету смысла вести английский по простой причине. Например, вы зайдете на английский, там у вас будет 100 человек, из которых, например, 10-20 захотят этим заниматься, а остальные, я что-то не понимаю, да? Соответственно, это бесполезно. Один день просто уходит на то, чтобы делать английский, который людям бесполезен. Поэтому мы английский в Келечеке в прошлом году 2 раза в неделю преподавали. Там в начинающей группе один ментор был, в продолжающей группе каждый раз новый ментор приходил. Это не дает результаты. Английский вы можете самостоятельно, как хотите, изучать. В любом случае вся литература, какие-то вещи. 90% информации про программирование в сети, все на английском языке. Хотите вы, не хотите, сам язык оригинальный программирования на английский. То есть все языки программирования раньше там единички, нули были, они сейчас максимально приблизились к человеческому пониманию, и в конце концов все на английском. Хотите того или нет, вы все равно будете его изучать. Естественно, если вы хотите иметь географию работы в разных странах, с разными компаниями, вы будете вынуждены общаться и переписываться на английском. Если вы принципиально его не хотите учить, можете не учить. Если вы знаете русский, соответственно, вы в странах СНГ можете найти себе работу. А если у вас с русским не А, не Б, только на Кыргызстан, только кыргызча түсінемін десеңер, анда Кыргызстаннан ғана жұмыс тапсаңыздар болады. Ошол. Қысқасы, Мирлан ағай, сөз сізде. Рахмат. Всем здравствуйте. Меня зовут Мирлан. Я являюсь ментором в Yıldız Академии. Сейчас веду курсы в платной группе Polaris по веб-разработке и в группе Келечек, вот бесплатная группа в Келечеке. Вкратце, Олжабай ағай, наверное, рассказал, что мы будем проходить. Еще раз я, наверное, пройдусь. Веб-разработка, как начинающая группа, мы начнем изучение с языка HTML. Это основа веб-разработки. Без языка HTML вообще разработку, создание веб-сайтов, веб-сервисов вообще представить невозможно. Дальше мы будем изучать язык CSS. С помощью языка CSS мы будем учиться оформлять интерфейсы, то есть оформлять сайты. И дальше уже будем проходить сам язык программирования JavaScript. Вот первые два, HTML и CSS, они не являются языками программирования. Они просто языки разметки. С помощью этих языков мы просто размечаем какой-то контент, то есть говорим, какой цвет, какой размер шрифта, какой будет фон и так далее, и так далее. А вот с помощью JavaScript мы уже будем программировать динамику веб-интерфейсов, то есть обрабатывать какие-то события. В общем, вся динамика, вся интерактивная жизнь веб-сайтов строится с помощью языка JavaScript. Вот эти три языка являются самыми главными языками веб-разработки. Без них ни один сайт не существует, и реализовать будет очень сложно. Обязательно такие языки будем изучать. Ну, помимо этого, мы будем проходить еще разные библиотеки. То есть сперва мы учим основу, и потом уже учимся применять какие-то библиотеки, фреймворки. Это для чего так строится наша программа? Потому что, да, сейчас очень много курсов в YouTube, разных видео, да, где там рассказывают про какие-то разные библиотеки, фреймворки. Но если вы не будете знать основ, то есть, например, HTML, CSS, JavaScript, то есть вы не сможете изучать, не сможете применять, то есть вы не сможете
JavaScript, вы просто не будете вникать в суть, для чего эта библиотека, как она вообще работает. И для этого мы как раз-таки изучаем вот основы. И потом, после того, как вы уже крепко, хорошо будете практиковать и знать самые базовые основы, вы уже дальше без каких-либо проблем можете применять уже разные фреймворки и так далее, и так далее. Вот, кроме этого, по ходу курса мы будем изучать разные инструменты, как автоматизировать работу, как в конце, после того, как сдали проект, какие шаги надо сделать, там, как проверять свой код на ошибки, что надо делать, чтобы веб-сайты работали на разных браузерах, чтобы они везде хорошо работали, адаптировать веб-сайт, да. Сейчас, например, больше половины интернет-трафика идет на мобильные смартфоны, да, то есть люди больше заходят в интернет с смартфонов, и поэтому вот требование адаптировать сайт, чтобы он хорошо выглядел и в ноутбуках, и в компьютерах, и в мобильных телефонах, это очень важно, и такие моменты тоже мы будем проходить. И дальше уже, начиная со второго модуля, мы уже больше вникаем в язык JavaScript, то есть мы уже больше углубляемся в этот язык, больше изучаем разные библиотеки, и в конце вот, будем практиковать вот самый популярный фреймворк на данный момент, да, библиотека React.js такой есть. С помощью него создаются очень такие функциональные, хорошие веб-приложения. Вот именно на эту библиотеку мы и ориентируемся. Вот вкратце так. Спасибо, Мирлан Агай. У нас времени мало, друзья. Давайте сделаем так. У нас язык обучения будет по умолчанию на русском. Но вы его можете потом, половина группы, как всегда, будет предпочитать кыргызский, объяснять это на кыргызском без проблем. Почему мы так делаем? Мы можем преподавать на кыргызском, но в будущем, если вы не будете... У нас на кыргызском языке очень мало информации вообще, не говоря уже о программировании, да? Если вы не знаете русский, у вас будут сложности, потому что на сегодняшний день на Ютубе, вот как кто-то здесь писал, IT-прогер 3-10, очень много других ресурсов, они и то на русском. Вот. По оплате у нас модульное обучение. Модуль – это значит 3 месяца. Первые 3 месяца вы изучаете верстку, то есть HTML, CSS – это вот языки переразметки, CSS – это вот каскадный стиль, то есть оформляете это все. И потом проходите по основам гита, учитесь, как загружать в это хранилище кода, там, отправлять свой код, 3-10, и будете проходить еще основу JavaScript, то есть теоретическую часть. А уже второй модуль, он идет более продвинутый, там и расписание абсолютно другое. Первые 3 месяца мы хотим, чтобы мы ставку делаем на развитие софт-скиллов, такие как умение обучаться, умение вести коммуникацию. Это вот самые важные вещи, потому что технологии постоянно меняются, каждый проект сам по себе уникален. Вы не можете вот зациклиться на одном языке и думать, что все, вы на нем там кайрат асмар. Если вы хотите постоянно расти, каждый проект от вас будет требовать разные подходы, там разные технологии применять. Соответственно, мы хотим, чтобы вы изначально были независимы ни от менторов, ни от чего, ни от языка программирования и ни от кого, да? Чтобы вы могли на сегодняшний день любой продукт имеет свою инструкцию, то есть вы можете зайти, каждую инструкцию каждого языка можно почитать. Просто чтобы обучение было успешным, оно должно быть групповым и коллективным. Очень важно иметь хорошую, здоровую среду единомышленников. Также очень важно иметь хорошее сообщество. В принципе, человек, он социальное существо, сам по себе ему просто неинтересно и некому демонстрировать свои успехи, да, скажем. То есть единицы могут, ту же Coursera или Udemy, на сегодняшний день очень много крутых университетов все делают бесплатно, но люди не ценят бесплатное, по большому счету. Они готовы идти на перемены либо из-за вдохновления, либо из-за отчаяния. Пошел Достор. У нас, я тут смотрю, оказывается, очень много здесь студентов, несколько студентов из Келечека. Давайте им дадим микрофон, послушаем, что они скажут. Сайкал, Аджа, может, вы что-нибудь скажете? Дадите информацию изнутри. Как у нас вообще в академии все проходит? В части кодинга, например. Уже же пару уроков было. Расскажите своими словами, чтобы люди больше информации получили. Также тут Шанди.
Добрый вечер, меня слышно? Да, вас слышно. Здравствуйте всем, здравствуйте все новые участники. В целом, очень хороший проект, очень такой обзорный, очень обширная подача, хорошо развивается на данный момент именно по части софт-скиллов. Только-только начали работать по кодированию, тоже там очень хорошо разрабатывается именно в плане софт-скиллов. То есть, когда задаются домашние задания, каждый комментирует домашние задания и одновременно учится делать код-ревью. В целом проект очень такой информативный, эффективный. И даже для тех, кто новичок в программировании, очень хорошо, доступно все объясняется. Самое главное, требуется желание учиться и поиск информации. Учиться самоанализу, стараться больше самообучаться. И очень приглашаю всех, очень хороший проект. В общем, если вы даже начнете, никогда не пожалеете. Вы, кроме программирования, вы узнаете очень много возможностей для обучения, особенно по софт-скиллам. Самая эффективная подача по софт-скиллам в данном проекте. И так что, ребята, не теряйте время, приходите на проект. Я из проекта Келечек. В принципе, всего лишь мы начали только где-то, наверное, уже 1 месяц, да, по-моему, Джабай? Да, 20 каких-то чисел, да, помню, в апреле. Да, всего лишь за 1 месяц, но уже за 1 месяц у нас очень большие результаты. Контингент участников у нас был прям нулевой, прям от того, что вообще даже ничего не знают. Но уже есть уже продвижение, уже видно, что ребята стараются, ребята делают, ребята учатся. Поэтому, ребята, никогда не поздно учиться, старайтесь постоянно самообучаться и приглашаю всех на проект. Спасибо вам Очень большое. хороший проект. Спасибо. Так, сейчас, пожалуйста. Ну, друзья, как я сказал, я вас тоже приглашаю. Если хотите, можете зайти. Ровно через 10 минут у нас урок по дизайну начнется. Тут 2 человека руку поднимают, мы им быстренько ответим и закончим, наверное. Остальные вещи, друзья, проект, как изначально сказали, он для новичков рассчитан. Айджамал Сулайманова, пожалуйста, вам слово. Саламатсыздарбы, Олжобай, Мирлан. Жакшы эле угуп жатабы? Ооба, жакшы угуп жатат. Мен Келечек проектине келгенмин. Мына 39 жаштамын. 4 балам бар. Англис тили мугалимимин да. Бирок бир дагы иштеген эмесмин. Мигрант болуп Россияда иштеп жүрдүм. Банковский немеде банк кызматкери болуп да иштедим да. Бирок ошол үйдө отуруп, мына канча жылдан бери баягы билимге аябай суусап калган экенбиз. Ушул мынау сиздердин проектиңиздерге азыр аябай кызыгып отурган кезибиз. Азыр менде мындай суроо, жаңы новичок катары мен ошол келечекте эле калсамбы же бул жакка өтсөмбү, мага кайсы тарабы туура келет деген ойдомун. Себеби дегенде, балким бул жакта мага көбүрөөк көңүл бурулабы, убактым тикке кетеби же деп ойлогон боласың. Көңүл боюнча мындай деле салыштырсаңыздар болот. Келечекте канча адам Ооба, адам көп болуп атат. Көп. Биз негизи билесиз, келечекте деле көңүлдү көбүрөөк буруп, канча деген нерселер менен аякта изучалып жүрөбүз күнүгө элечи. Ошол. Анан бизде баягы адам төлөгөндө биз ошого кандай мындай ишенебиз деп айта албайм. Бирок бизде мындай кандайдыр бир сигнал бар да, бул адам төлөдү. Биздин акча көп эмес. Айына 4000 сом, болбосо бир модулго бир төлөсөңүздөр, анда 3000 сомдон айына. Биз эмне үчүн анткенбиз ошол дополнительный бир кандайдыр бир стимул болсун, мотивация болсун деп, анткени бир айда үйрөнүш бирдеке кыйын да. 3 айдын ичинде
өзүңүздүн көз карашыңыз, орусча айтканда образ мышления өзгөрө баштайт. Ошол. Анан адамдар төлөсө, значит ему надо, да? Ошондой эле деп, любой эле жерде ошондой эле каралат да туурабы? А мисалы келечекте биз аракет кылып жүрөбүз, баардыгына көңүл буруш кыйын, бирок аякта оптимизированный процесстер бар, баардыгы ошо баардык көпчүлүктүн эмеси менен үйрөнүп кете берсин деп. Ошол. Бул жактан тандоону өзүңүз караңыз, анткени бизде iOS курстар бар. Ал жакта $500 турат айына. Ошол жакта өткөндө Талай менен Жумабаев менен офлайн жолукканда кыздар келген. Бирөөсү келечекте экен. Экинчи сиңдисиби же эжеси Polaris'te платный курста отурат. Үчүнчүсү iOS'та отурат. Ушундай. Так что алар өздөрү чечет. Кааласа, анан мен көрүп жатам, биздин ошо платный курста студенттер келечекте деле стендапта аябай активдүү болуп, фидбектерди жазып, окуп жүрүшөт да. Бул жактан деле окуп атат да. Адам окуйм десе, негизи ага шылтоосу эле көбөйбөсө, шылтоосу эле аз болсо, окуй турган деген адамдар окуй берет да. Анан көңүлдү биз эки жакка тең барабар эле бурабыз. Система практически одинаковый, бир эле айырмасы бар. Ошо платный курста силер азыраак болосуңар, канча бир 20-30 эсе азыраак болосуздар. Анан силердин домашкаңарды ментор текшерет по факту да, баарын эле текшере зараш кыйын. Ошол айырмасы. Анан үчүнчү айырмасы, ал жакта программирование бир жумада 3 жолу өтөт. Ошол келечекте 2 жолу өтөт. Кыскасы ошондой, айырмасы ошондой эле да. Анан графический дизайн болчу, биз аны уже кылбай турган болуп атабыз, анткени Adobe Photoshop'ту жүктөгөндө элдер ошол бул программалар көп ресурс жейт экен, анан көбүнүн компьютерлери эски болгондон ошо 1-2 жума Photoshop'ту жүктөп албай жүдөп жүрүшөт да. Ошон үчүн биз UI UX дизайн өткөнбүз, анткени ал жакта деле браузер аркылуу Figma деген эме менен иштесеңиздер болот. Ошол. Анан калганын же өзүңүз караңыз. Бизде биринчи курс башталганда ал жакта почти 1 жума мындай кээ бирлер тестовом режиме жүргөн. Ошо ичине кирип карап көрөйүнчү, особо сомневающийся ошол жакта жүргөн. Негизи то, что мы даем, это в несколько раз больше вы получите, это факт, да? Я не говорю от себя, но я говорю, и даже после недели обучения в Polaris, мы в субботу специально общались с каждым, и там все дали фидбэки, все благодарили, все говорили рахмат, хотя люди заплатили за это. Это не бесплатные люди, которые как бы выражают свою благодарность таким образом, да? И исходя из каких-то улучшений или не улучшений, каких-то допущений, мы постоянно это меняем. Это в целом такое образование стоит большие деньги. У нас даже в Келечек, вот Сайхаладжи сейчас выходила, она вообще в Дубаях находится. Внутри Келечек очень много с разных стран. Внутри Полариса только 12 разных стран участвуют. И там, если 115-120 человек зарегистрировано, на занятия заходят меньше, потому что остальные занимаются по записи. Вот. Единственная разница. Поэтому у нас все сделано так, чтобы вы могли, если вдруг отстаете или вам расписание не подходит, но все материалы раздаточные, включая текстовые материалы, которые во многих местах вы не найдете. Даже в том же Udemy вам просто маленький ролик прокрутят. А что это значит? Что вам надо ролик посмотреть, а потом полностью его законспектировать, чтобы все, что там говорится, повторить. Сколько времени вы на это тратите? А наша главная фишка, что мы, наоборот, пытаемся везде сократить время обучения, потому что самый дефицитный ресурс на сегодняшний день – это время. И мы хотим, чтобы вы его максимально полезно и продуктивно использовали. Хорошо. Я вот сейчас дам последнее слово, или давайте, друзья, мы просто дадим микрофон. У нас просто там уже занятие начинается. Шанди, пожалуйста, у вас есть какой-то вопрос или… Привет всем, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу просто сказать, как я пришла в этот проект. Я вообще начала с нуля. Я вообще ничего не знала, я не разбираюсь и не в телефоне, и в ноутбуке, и там в программах не знаю копаться там. В общем, я ничего не знаю. Но как я хотела измениться в жизни, учиться. Ну, я хочу сказать, этот проект мне чем нравится. Тут учат с нуля. И когда ты начинаешь с нуля,
ты все понимаешь, когда начало такое понятное, ты себе чувствуешь уверенность и хочешь учиться дальше. И вот я рада, что я пришла к этому проекту и сейчас учусь. Спасибо большое всем учителям, менторам. А вы из какой страны выходите? Я из России, и всегда времени у меня как-то, ну, всегда сижу в Дискорде, в Инстаграме слежу, все эфиры не пропускаю, все смотрю, мне все любопытно, все интересно, хотя я вообще не разбираюсь в интернете, не знаю, копаться там мне ничего не знаю практически, но мне сейчас все интересно, и стало уже в этом неделе уже много чему научилась. Могу сказать, что я супер, я много чему научилась. И всем Спасибо. желаю всего хорошего. Спасибо. Приходите, учитесь. Может, Учиться вообще никогда не поздно. Да, спасибо еще раз. Друзья, я их никого специально не приглашал. Мы очень поздно даже в Инстаграме выложили. Как видите, вот Келечек настолько активен, что Да, правильно говорили, те, кто хотят учиться, они всегда везде найдут. да, они всегда ищут возможности, а не причины. Да. Хорошо, доктор. Позвольте нам завершить. Записи останавливаю. Эту же ссылку я вам сейчас в WhatsApp-группу отправлю, друзья. Насчет обучения мы вам все практически вкратце сказали. Итак, кто каждый писал в WhatsApp, я каждому отправлял запись ориентационного урока с первого потока. Просто, по-моему, никто из вас это не смотрел или очень малое количество людей посмотрело. Вы можете его еще раз пересмотреть, либо эту запись пересмотреть и также уже в группе писать вопросы. Мы уже там уже продолжим. Мы хотим начать 30 мая, это будет понедельник, да? Пошел. Вот ориентируемся. Так что все будет зависеть от того, насколько вы сами готовы. И на этот раз вам надо с оплатой разобраться. У нас один день только был дан на то, чтобы люди зарегистрировали почту и очень быстро влились в платформу. На этот раз мы с вами так не хотим. Мы уже хотим на этой неделе полностью это все пройти, вплоть до установки визуал-кода, там, чтобы вы заранее привыкли к платформе, 3, 10 и так далее. Да, мы отправим приглашение. Или вот, знаете, наши контакты все есть в Инстаграме, где вы можете зайти и там написать на WhatsApp, желательно пишите. Потом вся эта группа в WhatsApp, она будет удалена. Мы перейдем на Telegram, потому что WhatsApp, он неудобен для переписок вообще. Пошел, доктор. Нам уже через 2 минуты начинать. Так что мы эту же ссылку используем. Всем большое спасибо за внимание. Остальные вопросы вы можете задать по WhatsApp. Всем большое спасибо еще раз, особенно Келечек.